В эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. Театр оперы и балета Якутии готовится представить зрителям новую постановку «Юко и Анеке» по мотивам поэмы Николая Курилова «Черная морожка». О новом спектакле, об изменениях в театре, об итогах года театра и о творческих планах мы сегодня поговорим с директором театра оперы и балета Сергеем Юнгансом. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, конечно же, вот сейчас театр живет в предвкушении новой премьеры. Она обещает быть довольно громкой, как по тематике, так и по именам создателей. Что для композитора, что для режиссера. Это первая оперная постановка. У вас есть волнение по этому поводу? Ну, волнение у руководителей театра перед премьерой есть всегда, потому что для нас это, в частности, опера «Юко и Анеке» по поэме Курилова «Черная морожка», на музыку Николая Михеева и либретто Артема Золотарева. Конечно, это что-то новое, потому что за создание этой оперы взялся кинорежиссер Костас Марсон. Здесь для него и для нас это новый опыт, потому что все-таки создание оперного произведения в академическом театре оперы и балета, в академическом в плане классического искусства. Конечно, это абсолютно новые грани и новые краски, но я думаю, то, что может привнести в наш театр кинорежиссер, может дать нам абсолютно новые грани для развития. А мы сейчас на новом пути развития. И я думаю, что то, что состоится 18 декабря в наших стенах, принесет зрителям абсолютно новые, интересные, положительные эмоции. За то время, что вы вот уже успели отработать в качестве директора в театре, удалось ли что-то поменять и что если? На сегодняшний день проходит очень глубокий, детальный, четкий анализ происходящего. Я могу сказать то, что мы создали новый художественный совет, и этим советом утвердили репертуар на 2020 год. И сейчас идет очень четкая, плодотворная работа в плане создание графика репетиций следующего сезона, следующего года, потому что это очень важно, логистика в театре. Зритель, приходя в театр, не всегда знает, как долго и как четко прорабатываются репертуарные планы. Поэтому сегодня мы должны думать о том, что мы будем показывать зрителю в марте, в июне, в октябре и в декабре 2020 года. И сейчас идет именно та работа для того, чтобы логистически наша работа была простроена таким образом, чтобы зритель получил качественный театральный продукт в тот срок, который мы для себя определили. Но вот чтобы получить этот качественный продукт, сколько должно пройти времени от мысли, от задумки и до премьеры? От мысли до задумки до премьеры обычно без нарушения технологий проходит около либо года, либо полугода. Потому что для того, чтобы создать оперное, к примеру, произведение, сначала нужно понять, с чем мы работаем. Есть ли у нас оркестровые партитуры. Эти оркестровые партитуры должны соответствовать нашему оркестру, либо должна быть определенная переработка этих партитур. Артисты должны сначала сдать вокальные партии, наши солисты оперы, и уже только после этого режиссер, дирижер приступает к постановке спектакля. Это процесс очень кропотливый, сложный, но очень интересный. Но уже прошло какое-то время, как вы возглавили театр, уже успели обжиться. Что, на ваш взгляд, сегодня не хватает театру, в частности, и вот в глобальном понимании? Что не хватает театру, вы знаете, это вопрос достаточно сложный, потому что ни одному, я думаю, театру в нашей стране, да и вообще в мире, никогда не хватает времени. Потому что творческий коллектив – это такая очень интересная рабочая группа, когда в самую последнюю секунду наши творцы понимают, что мы хотели бы сделать вот это, а мы хотели бы сделать вот то. Но моя задача, как руководителя театра, организовать процессы таким образом, чтобы все творцы, все технические службы делали свою работу в срок. И это очень важно. И, конечно, сейчас к вопросу о том, чего нам не хватает. Нам не хватает, наверное, на сегодняшний день
рекламных мощностей и проникновения в нашу потенциальную, в нашу целевую аудиторию. Потому что сегодня мы хотим, и мы ставим перед собой задачу заинтересовать нового зрителя. Мы хотим, чтобы в наш театр пришли те люди, которые, наверное, даже никогда и не были в театре, и в театре оперы и балета в частности. И поэтому сейчас ведутся работы для того, чтобы эту новую аудиторию, которую мы ждем в нашем театре, заинтересовать. А вот кроме традиционных консервативных, да, там, афиш и рекламы по ТВ, театр оперы и балета выходит в Инстаграм, в Фейсбук, может, Твиттер есть у театра свой? Ну, на самом деле у нас есть аккаунт в Инстаграме, мы будем создавать новые аккаунты в социальных сетях, и в скором времени будем запускать наш новый интернет-сайт с возможностью покупки электронного билета. Я могу обрадовать наших зрителей, что в то время, когда будет тестовая продажа электронных билетов, наши зрители смогут воспользоваться уникальными промокодами и купить билеты на предстоящий репертуар по очень хорошей скидке. Вот эта работа сегодня ведется, потому что сегодня электронная коммерция, продажа электронного билета – это уже не ноу-хау, это уже те технологии, которые используются повсеместно. И мы понимаем, что век цифровизации уже настал, и мы должны, как передовое учреждение культуры, как самое большое учреждение культуры в Республике Саха-Якутия, предложить тот электронный продукт, тот цифровой продукт, покупку электронного билета, в частности, которая бы могла сделать поход в театр намного проще и комфортнее, потому что в условиях холода, в условиях зимы, конечно, зрителю не всегда удобно идти в какую-то театральную кассу, идти в театральную кассу, расположенную в каком-то торговом центре. И поэтому мы хотим сделать посещение театра комфортным, удобным и ярким для зрителя. Ну да, в наших условиях это, наверное, особо важно. Накануне глава Якутии огласил ежегодное послание Государственному собранию УТМН по стратегическим направлениям развития Якутии. Как лично вы восприняли это послание? Что-то, может, вас заинтересовало конкретно по культуре, по театру? Я считаю, что те многосторонние вопросы, разносторонние вопросы, которые поднимались Айсеном Сергеевичем Николаевым в ходе этого обращения к Ультумену, поднимались разные вопросы. Я считаю, что то, что особым пунктом стоял вопрос культуры, вопрос открытия арктического центра, и то, что глава нашей республики интересуется в том числе театром, это очень важно, потому что когда глава региона понимает, что культура, она есть в регионе, она на очень высоком уровне. И то, что в культуру сегодня нужно вкладывать силы, ресурсы, резервы и потенциалы. Это очень важно, и я думаю, что с таким отношением наш театр и вообще культура и искусство Республики Саха-Якутия будет только процветать и с каждым годом набирать все новые качественные обороты. Завершается у нас год театра в России. Как, на ваш взгляд, надо оценивать эффективность театра? По творческой составляющей или все-таки по финансовой? Но на самом деле это вопрос двоякий. Вот эти критерии оценки для творческих коллективов, для культурных институций – это неоднозначный вопрос, и он не может иметь одного ответа. С одной стороны, да, эффективность учреждения культуры должна оцениваться теми финансовыми показателями, которые мы приносим, и количество зрительской аудитории. Но не нужно уходить, мне кажется, ни в коем случае от того художественного уровня тех проектов, тех спектаклей, которые мы делаем. Потому что только когда учреждение культуры, только когда театр выпускает качественные спектакли, когда театр идет в ногу со временем, тогда мы получаем очень хороший охват аудитории, и мы получаем финансовый показатель, который может говорить о нашей эффективности. Только во взаимодействии этих пунктов, художественной составляющей и коммерческой составляющей, мы как учреждение культуры можем быть по-настоящему эффективны, потому что все-таки мы несем в первую очередь классическое искусство зрителю. Ну, завершение года – это не только подведение итогов, но и построение планов на будущее. Вы уже сказали, что есть какие-то определенные наметки, какие-то планы. Можно чуть-чуть поконкретнее, чего нам ждать зрителям от театра в 2020 году? И, наверное, знаете, я хотел бы чуть дополнить вопрос. В первом своем интервью нашему телеканалу вы сказали о том, что мечтаете поставить оперу как режиссер.
Вы теперь директор театра, у вас есть оперный театр. Может быть, уже есть какие-то конкретные планы именно по вашей постановке? В самом начале 2020 года зрителей ждет премьера оперы Мариса Равеля «Дитя и волшебство». Это инновационная история для нашего театра. Это абсолютно эксклюзивная театральная постановка, которая будет происходить в формате сцены, когда зритель сидит на сцене, оркестр в оркестровой яме, и артисты играют для зрителя в формате досягаемости и видимости в 2-3 метрах. И это очень интересно, потому что те люди, которые придут на спектакль, они смогут увидеть не только театральную постановку, но и внутренность театра, что они никогда не видели ранее. В марте будет премьера балета «12 стульев», в июне оперета «Сильва», в октябре опера «Кармен» и в декабре премьера балета Кирилла Герасимова «Благословенные узоры». Это национальный репертуар, это очень важный для нас спектакль, потому что мы, как театр оперы и балета, имеем статус национального достояния, и постановка национальных произведений для нас это приоритетная задача. По поводу того, какую оперу хочу я поставить в 2021 году, этот вопрос сейчас прорабатывается, ведутся переговоры с композиторами, с художниками и с хореографами. Я не хотел бы сейчас раскрывать название, потому что, конечно, хочется, чтобы вот эта интрига подогревала зрительский интерес, и совсем скоро, в 2021 году, зритель узнает, какую постановку национального репертуара он увидит в Государственном театре оперы и балета Республики Саха-Якутия. Отлично. Но это, я думаю, будет повод, чтобы нам в 2020 году еще как минимум раз встретиться. Ну, а я вам хочу пожелать удачи в 2020 году, вам, театру, интересных постановок и добрых и отзывчивых зрителей. Большое вам спасибо за интересную содержательную беседу. Спасибо. Это было актуальное интервью о мировой премьере оперы о Юкагирах. О некоторых итогах года театра мы сегодня беседовали с директором Государственного театра оперы и балета Сергеем Юнгансом. Всего доброго.